Резолюция участников совместного митинга в странах Европейского Союза. Вот уже более четверти века продолжается война между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия. Переходя из одной фазы в другую, уничтожаются веками сохранившиеся устои и обычаи чеченского народа, подвергаются риску ориентиры будущего и наносится непоправимый урон взаимоотношениям между народами России и Чеченской Республики Ичкерия. Предаются забвению исторические документы, подписанные президентами России и Чеченской Республики Ичкерия. Стираются понятия добрососедства, дружбы, внедряются между нашими народами ненависть, распри, религиозная и национальная вражда с использованием человеконенавистнической риторики. Между тем, в самой Чеченской Республике российской оккупационной администрацией пробуются и практикуются методы НКВД 30-х годов. Активно налажена работа по похищениям и убийствам, публичным унижением чести и достоинства простых граждан, кто словом и действиями перечит деятельности преступной администрации Кадырова. Преследуются молодые люди, посмевшие выразить в интернет-ресурсах свое мнение, отлично от точки зрения людей с оружием в руках. Насаждается культ насилия, используются методы, зачастую переходящие грань человеческого восприятия. Так, в отношении Типсуркаева применили особую садистскую форму насилия – посадки на бутылку, поддержанную так называемым муфтием российской администрации. Глава республики и его преступное окружение, члены «Единой России», депутаты разных уровней соревнуются в части издевательств и оскорблений активных политических деятелей, не согласных с колониальной политикой Кремля на оккупированной территории Чеченской Республики Ичкерия. Повсеместно в СМИ и интернет-изданиях их уста сотрясает отборная похабщина, брань и прямые угрозы убийства находящихся в Европе и в других частях света представителей Чеченской Республики Ичкерия и председателя правительства за рубежом Ахмеда Закаева. Неоднократно, безосновательно похищались все родственники Закаева, после чего их заставляли клеветать и оскорблять, угрожая убийством своего родственника, записывая все это на видео и демонстрируя по телевидению. 23 сентября 2021 года в очередной раз в одночасье неизвестные в форме похитили всех родственников Ахмеда Закаева и повезли в пыточный лагерь, называемый ППС имени Кадырова. 26 сентября они вновь подверглись унизительной процедуре. На этот раз их вывезли в другую пыточную базу, где сверили данные, отметили место работы, проверили телефоны и после многочасовых издевательств отпустили. 27 сентября, после обращения соратников Закаева на YouTube-канале с призывом прекратить преступную практику похищений, преследований и давления на родственников противников Кадырова, Кремля и сторонников независимости, аналогичному беззаконию подверглись родственники Алим-паши Салтыханова. В связи с продолжающимися незаконными преследованиями людей за инакомыслие мы, участники митингов, собрались перед российскими посольствами в странах Европейского Союза, чтобы выразить протест против совершаемых Россией и российской администрацией произвола, убийств, террора и насилия в отношении граждан Чеченской Республики, как на территории Родины, так и за ее пределами. Участники митинга, осознавая ответственность перед будущим Чеченской Республики Ичкерия, требуют
неукоснительно соблюдать права человека и гражданина, гарантированные международными институтами. Участники протеста призывают мировое сообщество в лице международных институтов и стран-участниц ООН, ЕС, ОБСЕ, ПАСЕ незамедлительно потребовать положить конец массовым нарушениям прав человека в оккупированной Россией Чеченской Республике и привлечь к ответственности всех, кто повинен в убийствах, в насилии и произволе.